Сегодняшний наш выпуск передачи о супругах Тартыевых Иване Николаевиче и Галине Романовне из Ленска. Семейная пара вместе уже 46 лет, вырастили двоих детей. У них 5 внуков. Всю свою жизнь трудились, не покладая рук. Совсем недавно вышли на заслуженный отдых. Люди, идущие почти полвека бок о бок, заслуживают искреннего уважения. Иван и Галина свято хранят народные традиции, приобщают к якутской культуре детей и внуков. Иван Николаевич родился в 1952 году в местности Нам Ленского района в семье колхозников. Все детство ребенка проходило в труде. Лето Иван вместе с родителями косил сено, которое заготавливали для совхоза. Работал на сенокосилке, управлял лошадьми. Присматривал за техническим обслуживанием сенокосилки. И все это делал сам, с маленьких лет. И по пути отец мне всегда давал свое ружье. По пути охотился на уток и так далее. Детство очень хорошее было у меня. Мы привыкли к крестьянскому труду, сельскому труду. Помогал родителям в нелегком труде сын до окончания школы. После Иван ушел в армию. Отслужил во флоте, поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт. Окончил его и получил специальность инженера-механика. Там же, в Иркутске, Иван Николаевич встретил свою будущую супругу Галину Романовну. На тот момент она училась на 4-м курсе медицинского института. После окончания сельскохозяйственного института Ивана Николаевича направили в Амгинский район. Последовала за ним и супруга. Там Тартыевы прожили 20 лет. Признаются, это были лучшие годы. Сначала глава семьи трудился механиком отделения совхоза «Победа». Он упорядочил техническое обслуживание тракторов. Благодаря его труду уменьшилось количество поломок техники и повысилась производительность ее работы. После уже 80-е годы Иван Николаевич был переведен на предприятие «Амгинская сельхозтехника» в качестве инженера по монтажным работам, механизации животноводческих ферм. На тот момент наблюдалось постоянное невыполнение планового объема работ. После набора молодых специалистов начался процесс выездных работ по районам по установке доильных агрегатов, автопоилок, оборудования. Через год плодотворной работы инженер был назначен заместителем управляющего по снабжению. В его обязанности входили уже знакомые задачи – весенне-полевые и сенозаготовительные работы, точнее их контроль. 2 годами позже Иван Николаевич был назначен главным инженером в Гостехнадзор Амгинского района. После был и еще ряд назначений, в том числе и заместителем председателя КЧС Амгинского района. Иван Николаевич Тартыев вел подготовку населения к ликвидации последствий стихийного бедствия, организацию предотвращения техногенных катастроф. В 2001 году был назначен исполняющим обязанности управляющим делами администрации Амгинского улуса. Именно в Амгинском районе, признаются супруги, прошли их лучшие годы жизни. Приехав в незнакомое село, у молодой семьи не было ни знакомых, ни родственников. Но амгинцы встретили супругов с особым теплом. Молодым специалистам предоставили квартиру, семья обрела хороших друзей. Иван Николаевич и Галина Романовна рассказывает, что ему довелось работать с замечательными руководителями. За самоотверженный труд и долгие годы работы Иван Николаевич был награжден знаком «Гражданская доблесть». Самое главное, в своем труде я всегда обращал внимание своим специалистам. Я их всегда оберегал, всегда их учил, как работать и что делать. Потому что без кадров работать – это один поле не воин. Когда все вместе, как команда работаешь, тогда успех есть. В принципе, я управление сельского хозяйства с теми специалистами, которыми работал, я как пришел, я ни одного человека я не снимал. И с ними вместе хорошо работали мы. Все. Всегда сплоченно, всегда дружно работали. Своих специалистов руководитель всегда поощрял, представлял сведения к наградам, и они были у каждого. Супруга в то время, как муж занимался развитием сельского хозяйства, работала в Амгинской санэпидстанции главным врачом. Внесла большой вклад в развитие этой отрасли. 17 тысяч населения было, 22 человека коллектив был. В общем-то, там самые хорошие годы у меня, так как я человек активной жизненной позиции, там даже я, наверное, не закончу, если очень много там можно было бы говорить. Самое главное, я построила здание новое, лабораторного корпуса.
централизованное вот это, водоснабжение, там и септик был. То, что я построила, я еще параллельно делала выставку местных товаропроизводителей. И про Третьякова Артура Павловича слышали, да, он тоже такой заместитель начальника управления Роспотребнадзора. Он все время смеялся, говорит: как, Галина Романовна, ты успеваешь и строить, и еще вот такую выставку, не выставку, ярмарку товаропроизводителей делаешь. Но я очень все успевала. Местную программу улучшения санэпидблагополучия Амгинского района сделала там. Места вот забора, свалки, отходы, все там. И когда приехали, однажды мы выезжаем на слег. Дети играют возле этого. Я посмотрела, там же протравливание зерен, вот, например, по покровке, да? Обычно протравливают зерна гранозаном, это ядовитое. И дети играют, знаете. Это уже вообще... Потом сделана одна из первых захоронений этих ядохимикатов. Все собрано, и там еще балагури мы делали. И там голова наслега, камлание там делал, все, чтобы у земли матушки просил разрешение, что мы тебя котлован там вырыли. И все все привезли, эти ядохимикаты, эти все захоронения сделали. Галина Романовна в 2009 году стала руководителем года в республике. Была награждена серебряной медалью. В копилке ее достижений и награда «Отличник Госсанэпидслужбы Российской Федерации». 20 лет в Амгинском районе для супругов прошли незаметно. Дети выросли, окончили школу, и семья переехала в город Якутск вслед за детьми, которые поехали в столицу для дальнейшего обучения. Там дочь поступила в педагогический университет, а сын в агросельхозинститут. Нам показалось, что надо за детьми поехать. Мы поехали в Якутске. Я год почти проработал в частном предприятии заместителем директора. После этого работал государственным инспектором охраны труда по Республике Саха-Якутия по охране труда. И где-то месяц, там недолго поработал, всего 4 месяца, по-моему. И после этого меня срочно вызвали правительство, зампредседателя правительства. Тогда был Наумов Дмитрий Федосеевич. И они меня попросили, чтобы я поехал в Ленский район для восстановления сельского хозяйства после наводнения. В 2003 году, а наводнение было в 2001 году. И я приехал, согласился и приехал работать в ноябре 2003 года в Ленский район. И принял такое хозяйство, тут разрозненное было, все развалено почти что, да. И я в течение 5 лет я его потихоньку восстанавливал. Одни цифры только я восстанавливал 3 года. 3 года, потому что разница цифр очень большая была. И по количеству поголовья коров и так далее, и по лошадям разные цифры были. Я их выравнивал. Также по субсидиям на молоко. Кому-то много дали, кому-то не додали. С этими я года 2 мучился, эти 2 цифры, эти. В Ленском районе возглавлял управление сельского хозяйства, герой нашего репортажа, 7 лет. За 5 лет долгой и упорной работы руководителю удалось поднять структуру с нуля. С 2010 года Иван Николаевич находится на заслуженном отдыхе. Но и сегодня действующие главы района обращаются к опытному специалисту своего дела за советом. Я всегда им заходил, рассказывал, что и как надо делать и прочее. Всегда советовал. И я считаю, что сегодня надо по сельскому хозяйству в Ленском районе построить круглогодичную действующую теплицу по выращиванию овощей. В принципе, для этого у нас и газ есть, и места есть, все есть, торф есть, земля есть, все есть. Это можно сделать. Пришло время ввести налог, сельскохозяйственный налог для промышленных предприятий, чтобы они тоже участвовали в развитии сельского хозяйства. По тем деньгам, по которым сегодня развивается сельское хозяйство, оно еще будет падать количество
поголовье коров и лошадей и так далее. Ну, лошади еще продержатся, а вот поголовье коров у нас каждым годом уменьшается же ведь. Вот, поэтому я считаю, что вот, для того, чтобы вот именно современные коровники поставить на деревнях, тогда люди остановятся, и поголовье появится. И, в принципе, можно вот другим районам, можно там коровы будут содержать, да, а молодняк пусть берут на выращивание другие районы. Можно, в принципе, и в Ленский район ее завести, здесь выращивать, и потом сдавать на мясо можно. Вот так вот специализацию как бы такую сделать можно было бы. По приезду в Ленск Галина Романовна устроиться по своему направлению работы не смогла. Вакантных мест в санэпидстанции не было. Тогда женщине главный врач Ленской центральной районной больницы предложил должность врача-методиста. Я все время была в аттестационной комиссии среди среднемедицинских работников, всегда секретарем. Всегда работала там, представляла их. Это категория, квалификационная категория. Это очень вся больница через меня прошла. Медсестры все прошли через меня. Несмотря на то, что уже несколько лет супруги находятся на заслуженном отдыхе, жизнь их не стала менее интересной и насыщенной. Тартыевы – участники всех районных и городских конкурсов. Иван Николаевич прекрасно поет, много лет посещает творческое общество пенсионеров «Алгыз». Его регулярно приглашают на торжественные мероприятия. Но все же все это второстепенно. На первом месте, признаются супруги, конечно же, дети и внуки. Это их смысл жизни. У супругов большая и дружная семья. Сын, дочь и 5 внуков. Дочь Мария работает в городской школе учителем русского языка и литературы. Также преподает иностранные языки, английский и немецкий. Сын Роман руководит агентством субсидий. Оба воспитывают детей, прививают им традиции якутской культуры. Свое призвание нашла вот в воспитании детей, поскольку это требует определенной самоотдачи, потому что дети у меня активные, как приучили нас родители, да, вот мои родители. Мы живем всем большим семейством. Детям прививаем любовь к национальным традициям, но также не боимся и перемен, и каких-то современных тенденций. Дочь у меня, вот Юля, значит, хочет связать свою музыку с фольклором, свою профессию. Средний сын у меня тоже очень активный, занимается танцами в румбе. Младший сын тоже идет по стопам среднего, тоже в румбу хочет поступить, да, любит петь, танцевать и рисовать. Старшая дочь Марии прекрасно поет, как и ее дедушка. Виртуозно играет на хамусе. Она участница и победительница многих республиканских, российских и международных конкурсов. Хочу связать свою профессию с музыкой, любовь к которой мне привили в моей большой семье с самого детства. С самого детского садика я любила петь якутские, русские песни. Впоследствии занималась в Якутске в студии Семена Чинянова, а также состояла в хоре у известного композитора Владимира Петровича Индигирского. Участвовали в конкурсе «Полярная звезда» и ездили на различные международные конкурсы. Приехав в Ленск, я поступила в детскую школу искусств на отделение якутского фольклора и состояла в ансамбле «Толбон». Мой руководитель Сивцев Евгений Валерьевич вдохновил меня своим бережным отношением, уважением к культуре, и я решила связать свою жизнь с музыкой. С удовольствием играю на хамусе, пою различные песни, таюк, асохой.
В составе ансамбля «Толбон» мы ежегодно ездили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, участвовали в разных конкурсах и занимали призовые места. Своей судьбе я очень благодарен за то, что довелось родиться мне в Якутии, таежной этой дали, где глухари такуют по весне, где камни самоцветные агаты, как звездочки, упавшие с небес, усыпали речные перекаты, рассвечивая радугою лес. Сын Миша, как уже сказала Мария, занимается современными танцами. Как и его старшую сестру, в своем деле мальчика всегда сопровождает успех. А еще Михаил посещает школу искусств. Он начинающий художник, направление которое вдохновляет парня экологическое. В его альбоме множество рисунков на тему защиты природы. Ну а младший сын Марии Богдан планирует посещать сразу несколько творческих объединений. Мне нравится петь и танцевать и рисовать. Я люблю свою семью и спою песенку. Очень вас люблю, потому что очень вас люблю. Роман, сын Ивана и Галины, скромный молодой человек, рассказал о себе совсем немного. Приехал в Ленск к родителям после окончания сельхозакадемии. Трудоустроился, женился, растят с супругой 2 дочерей. Галина и Мария занимаются в якутском образцовом ансамбле, посещают театр моды КРКО. С детства Роман и Ирина приобщают детей к народным традициям и обычаям. Они танцуют различные танцы народов мира, также якутские народные танцы. Каждый их костюм имеет свое значение. Мы с моей мамой помогаем в шитье, бисером. Каждый якутский узор имеет свое значение. Они знают в нашем хоть русскоязычном городе Ленске, понимают, учатся, изучают якутские традиции, обычаи. Я училась в детской школе искусств рисованием. Люблю на картинах своих изображать якутскую природу и животных. Играла на хомусе в составе якутского фольклорного ансамбля «Толбон». И в свободное время люблю верхом ездить на лошадях, потому что их с детства очень сильно люблю. В день нашей съемки вся семья Тартеевых была в ярких, красивых национальных костюмах с орнаментом из бисера. Все украшения созданы женой Романа и ее мамой. 3 года назад бисер начала. Мне это пришло в голову, чтобы сделать ансамбль для нас, девочек. Потом для зятя тоже сделать ансамбль, чтобы якутский орнамент только и был для празднования сыха, для этих вот таких. И вот сделала вот это вот первые вот эти вот такие были именно. Потом сделала вот набор Иринки. Уважение к традициям якутской культуры, конечно же, идет от родителей. Иван и Галина бережно их чтят, почитают духа охоты байнай. У нас отец, дед всегда учил, как охотиться, как просить у байная, там, как печку разжигать, как у огня просить, это байная, как кормить и так далее, прочее все. Вот. Ну, конечно, не все он передал. Конечно, есть такие способы охоты, которые обычно не передаются, например. Очищение делаешь еще. Вот. Отец мне рассказывал, что это самое. Один раз они поранили Сахатова, а потом его не могли это самое достать. Бегут за ним, а он все время убегает. И вот он это самое, разжег костер, и вдогонку за Сахатом побежал этот дым от огня. И вот дым этот Сахат и свалился. Вот такой способ тоже есть. Это
такой способ никому это самое не передают. Народные традиции мы чтим. Вот это иногда я Ване говорю, я совсем плохо спала ночью. Он говорит, давай очистим дом. Маленько сжигаешь, и это самое, по всем комнатам, по ходу солнца вот так, по всей помещении должен пройти. При этом должны двери, окна открывать надо, Да. чтобы И он очищает жилище. Вот, и это те, которые потом заходят в наш дом, он вот такое дымит и этим, как его, дейбиром очищает их. И все после этого такие довольные, счастливые. Вот у нас традиции, вот это, да, вот, которые вот осталось. Мы чтим вот это все. Совместный досуг в этой семье считается одним из важных аспектов здоровых и счастливых отношений. Он всегда построен на общих интересах. На пенсию, конечно, хорошо сидеть. Ну, никто тебя не толкает, никто не нервирует. Но я занимаюсь своими внуками. В свободное время вот со своим сыном ездим на рыбалку летом, все время бываем. В бывшем своем поселке, там, где я вырос, да, там сейчас деревни этой нету, да, Куберган называлась. Напротив этого поселка я поставил маленькую избушку 5 на 5, да. И там у меня, короче, как бы маленькую базу сделал. И вот туда приезжаем, мы все отдыхаем всей семьей. Там и баня еще есть. И баня есть, и гараж есть, там все есть, короче, для отдыха. Отдыхаем. Ну. Рыбачите там, Ваня. Ну, ребята, дети приезжают туда, вместе там на удочках рыбачат, купаются, отдыхают. Все праздники, дни рождения, конечно, Новый год Тартыевы отмечают вместе в доме Ивана Николаевича и Галины Романовны. И их двери всегда открыты для родных. У нас суббота – день открытых дверей, называем мы. Все приходят в субботу. Вот это кто свободен. Начинаем супы, пироги, вот это второе, и начинают рассказывать друг другу. И, в общем, они выговариваются, вот это все равно очаг же наш. Закупаем мы мясо с деревень, картошку вот это с деревень, покупаем, все запасаемся. И вот этот кормим всех. Часто бывает в гостях у супругов и старшая сестра Галины Романовны. У женщин тесная связь. Как и чета Тартыевых, женщина активная, жизнерадостная и очень общительная. Я ветеран труда, отличник соцсоревнования Минтяжстроя СССР. Вот. В данное время я пенсионерка, занимаюсь, работаю на огороде. Высаживаем картошку, луку, редиску и так далее. Супруги Тартыевы часто ездят в лес, любят охоту и рыбалку, всегда берут с собой внуков. Да, я привыкла собирать ягоды, мне нравится сам процесс, рыбачить тоже, помогать там отцу, семье. Занимаются хозяйством у Ивана и Галины свой дом. Глава семьи сам колет дрова, чистит снег и признается, что ему это очень нравится. Жить в квартире, которая у супругов имеется на глубокую старость, Тартыевы пока не собираются. У нас на Пушкина 2 теплицы. Садим сейчас этот огород хорошо, нормально растет. Свой огород, баня, малина. Малину у нас много уже собираем, даже Ваня. У меня отдушина вот это, то, что вот это. Ну, не сильно так, но садоводством занимаюсь. Это же хорошо. Все, болячки всякие старческие все равно есть, но там забываешь обо всем. Галина Романовна помогает детям в воспитании внуков, балует вкусностями. Супруги признаются, что они счастливы и довольны жизнью. У них есть самое главное богатство – это дети и внуки. Это и есть то, ради чего стоит жить дольше.